Татар мультфильм. Сказка эта про болтливую утку, которая любила все всем рассказывать, и новости, и правду, и неправду. Однажды хозяин дома вместе со своей собакой отправился в лес на охоту. И не вернулся. Заволновались животные. Подумали и решили послать кого-нибудь за хозяином. Утка умеет и летать, и плавать, и бегать, поэтому животные решили отправить именно ее. Но строго наказали ей никому не рассказывать, что хозяина и собаки нет дома. Привет, утка. Куда ты идешь? Я ищу в лесу нашего хозяина и собаку. Сейчас наш дом остался без охраны и присмотра, поэтому меня отправили искать их. А далеко ли твой дом? Если пойдешь по этой тропинке, то выйдешь прямо к нашему дому. Только смотри, об этом никому не рассказывай. Не такой уж я и вредный. Никому не выдам я твоих секретов. Не расскажу, откуда ты. Так, кого бы она ни встречала, всем рассказывала все секреты. И зайцу, и медведю, и волку. Здравствуй, утка. Куда идешь? Лисичка-сестричка, не видела ли ты моего хозяина и собаку его? Красавица моя, видела я его. С ним и собака была. У нее хвост к крючку. Я помогу тебе, утка. Пойдем со мной. Лиса привела утку к своему дому и закрыла ее на замок. А сама решила сходить в тот дом без хозяина, про который говорила утка, чтобы добыть еще и курочку. Но хозяин дома был осторожен и, уходя, расставил везде ловушки. И все, кто послушал утку, угодили прямо в них. Ежик с зайцем в клетку, медведь и волк в яму, а лиса в капкан. А когда хозяин вернулся, животные рассказали ему обо всем. Сожалели о том, что такой болтливой утке поручили такое ответственное дело. А утка-то вернулась. И теперь больше не болтает, только иногда крякает. Жил-был мужик с женой в былые времена. Бедна их жизнь была, убога и скудна. К тому ж баран с козой кормились у людей, но были все равно некормленных худей.
Гляди же на сама. Барана и козу нам прокормить не вмочь, пускай уходят прочь. Несчастные, пошив один большой мешок, пустились в путь, куда укажет пасашок. Идут они молчком, какие тут слова. Вдруг около тропы, глядь, волчья голова. Боятся подойти, ведь робок нрав у них. Друг другу говорят: хватай! Лучше ты. за оба уха враз подняли страшный груз, раскрыли свой мешок и опустили вниз. Опять пошли они, конца дороги нет. Вдруг видят, средь стволов горит какой-то свет. Сказал баран козе, бредущий по пятам: Давай, коза, пойдем и заночуем там. Там волки в круг костра расселись на земле. Для варева вода кипит в большом котле. Обоим сгложим в раз, какая красота! И мясо на зубок, и каша не пуста. Но говорит коза: Друзья, зачем тужить? Мы мясом можем всем на славу удружить. лишь вынул из мешка свой страшный груз баран, опешил волчий стан, поплыл в глазах туман. Не можешь разве счесть костей, глупец-баран? Башку-то покрупней достань скорей, болван! Смекнув, что без труда получится обман, вновь спора из мешка башку извлек баран. Не нужен ужин им и не нужна еда. Одна лишь мысль у них: куда бежать, куда? Поднялся с места вдруг огромный старый волк. Сказал: я принесу в котел еще воды. Сгорит ведь ужин наш. Оставшихся волков объемлет вновь испуг. Теперь вожак сбежал, покинув тесный круг. Так от напасти злой гуськом за волком волк в великом страхе в лес чуть ноги уволок. Насытясь, от костра не вздумали вставать. Вблизи огня в тепле остались ночевать. Там выспались они и с утренней зарей, мешок свой захватив с волчиной головой, по лесу путь продолжили друзья. Пускай завершена история моя. Жила-была в давние времена одна женщина, и было у нее 3 дочери. Много приходилось работать женщине, чтобы одеть, обуть и прокормить дочерей. А дочери росли хорошими, и выросли они одна краше другой. И вышли они все 3 замуж, разъехались, и осталась мать одна. Вот прошел год, другой, 3. И случилось так, что заболела мать.
Вот и просит она белку, которая жила в лесу неподалеку. Белка, белочка, позови ко мне моих дочерей. Белка сразу же побежала выполнять просьбу. Прибежала белка к старшей дочери, постучала в окно. Ой, — сказала старшая дочь, выслушав белку. я сразу бы к маме побежала. Да надо мне белье достирать. Ах так! Тогда и не расставайся вовек со своими тазами. Только сказала, вмиг захлопнулись тазы, и превратилась старшая дочь в жабу. А белка тем временем к средней дочери побежала. Рассказала ей печальную весть о матери. Эх, побежала бы я к маме, да надобно мне кудель допрясть. А она и вправду холст ткала. Ах так! Рассердилась белка. Ну тогда всю свою жизнь только и приди. Сказала так, и средняя дочь мигом в паука превратилась. А когда белка в окошко к младшей дочери постучала, та тесто месила. Как услышала она, что матери плохо, руки вытереть не успела, побежала к ней. Доброе у тебя сердце. Сказала белка. Ты пусть же и люди к тебе добры всегда будут. Живи мило и счастливо, и людей делай счастливыми. И люди будут любить тебя, и добро твое никогда не забудут. Так оно и стало.
Я его нашел! Не трогай! Это мое! Ара! Уз! Ара! Уз! Ара! Уз! А можно нам тоже немного арбуза? Пожалуйста, пожалуйста. А давай всех угостим. Тут на всех хватит. Карп, карп, спелый наш арбуз. Угостим друзей, прекрасен его вкус. Карп, карп, спелый наш арбуз. Можно есть и пить, и это главный плюс. Жили у бабушки два петуха. Один белый, другой черный. Очень любила бабушка обоих петухов. Белого петуха звали Чукмар, он любил клевать, а черного петуха звали Тукмар, он любил стукаться. У него больше еды было. Зачем клюешь мое зерно? Бабушка! Бабушка! Тукмар меня исколотил! Я весь в синяках! Не верь ему, бабушка! Он сам меня исклевал! Что мне с вами делать? Бабушке надоели драки и жалобы. Взяла черного петуха и отнесла его к соседям. И оставила его там на 3 дня.
Ялгыз калгач, Скучно стало белому петуху. Күңелсез булган. Аның күңеле. На 4-й день говорит белый петух бабушке. Бабушка, принеси Тухмара. Скучно мне без него. Никогда больше не буду с ним драться. Ладно, принесу. Только чур не драться, а то один из вас угодит в суп. Попаду я сегодня в суп. Обрадовались петухи и дали друг другу слово никогда больше не драться. Мин синең якын дустым, син минем дустым. Яхшы һәрвакыт янда булганы дусның. Яхшы һәрвакыт янда булганы дусның. Татар мультфильм.